После того, как Вячеслав Чирикба написал книгу «Загадка Катерины» или «Кем была мать Леонардо да Винчи», у него, по собственному признанию, остался некий запал, который хотелось реализовать в более подробной публикации, посвященной абхазо-итальянским отношениям средних веков. Так была написана книга «Абхазия и итальянские города-государства XIII-XV веков». Вот такие темы. Католическая церковь Абхазии. Здесь 200 лет был епископ, посылаемый Папой Римским. Вот. Это тоже очень интересно. Кроме того, уже здесь существовало уже 200 лет консульство генуэзское существовало, которое оформляло нотариальный офис, который оформляли различные акты купли-продажи кораблей, других каких-то вещей. Но из таких не очень-то благовидных, так сказать, аспектов была, конечно, работорговля, которой потом занимались турки, естественно, еще на большем масштабе. Тем не менее, все-таки вот международная торговля белыми рабами из побережья Кавказа, из Крыма, из Кавказа была, конечно, очень такая выгодна для итальянцев, поскольку, знаете, это было, как раз совпало с эпидемией черной чумы, и население вообще Европы там чуть ли наполовину вымерло, не было рабочих рук. И поэтому нужны были рабочие руки, как сейчас говорят, гастарбайтеры. Да? Вот они их там покупали на рынках, вот, в Крыму, скажем, в Азов, Таном. В монографии рассматриваются итало-абхазские взаимоотношения времени динамичной торговой экспансии на Черноморском побережье Кавказа. Книга весьма интересна для историков-медиевистов, кавказоведов, а также широкого круга читателей. Она уже привлекла внимание ученых из Европы, опубликовавших свою весьма положительную рецензию. Есть такой институт, обсерватория Балкан и Кавказ. Но он создан в институте Трентино, это автономный регион на севере Италии. Вот. Там, кстати, вот, называемый Южный Тироль находится. Да? Это австрийская территория, которая сейчас находится в Италии, автономная область. И там вот университет Тренто есть, да? И там находится институт такой вот, значит, при университете находится такой центр по наблюдению ситуации над Балканами и Кавказом. И вот там вот один из авторов, один из ученых итальянских, Джорджо Комай, известный политолог, кто занимается, кстати, непризнанными государствами, такой вот современностью занимается в основном, он написал большую рецензию на мою книгу, которая была опубликована в этом издании обсерватории Балкан и Кавказ, где положительно оценил мою работу, поскольку там было на самом деле собрано вот все, что имелось, разбросано по различным монографиям, статьям, изданиям всяким, в источниках много было. Все в одной книге, очень полезно И что очень важно, отмечает то, что здесь также намечаются пути к дальнейшим исследованиям. Вот, работорговля, скажем, картография, торговля. На первом этапе книга издана тиражом 1000 экземпляров. Почти все они уже раскуплены на днях в абхазские магазины. Поступит лишь малая часть издания монографии. Но так как интерес к ней проявляют не только в нашей республике, но и в Европе, в планах автора повторное издание. Илана Казамба, Торник Амичба, Абаза ТВ.